Наше мероприятие посвящается 80-летию создания олено-транспортных и лыжно-оленных батальонов, действующих в годы Великой Отечественной войны на заполярном участке Карельского фронта, в состав которых входили рабочие, оленеводы, крестьяне, служащие Мурманской области, Архангельской области, Ненецкого национального округа и Коми АССР. Впервые в истории войн длительные боевые действия велись в условиях полярной зимы. На линии фронта одновременно находились десятки тысяч бойцов и командиров, которые ежедневно нуждались в продовольствии, боеприпасах, связи, эвакуации раненых. Самым надежным, иногда единственным транспортным средством являлся Северный олень. Мы также гордимся тем, что Ненецкий автономный округ – первый регион в Российской Федерации, в котором в 2012 году был установлен памятник участникам оленно-транспортных эшелонов, а в 2013 году установлена официальная дата в честь наших героических земляков. Мы выпустили буклет «Олено-транспортные батальоны в снегах Заполярья» и наш журнал, который вот такую создал тоже очень интересную и проникновенную статью «Ордиш Победы». Мы тоже соединились, два издания, в такой вот этой великой миссии памяти этой выдающейся темы. Вот, и когда мне предложили уже практически готовый материал и визуальный, с прекрасными, интересными фотографиями, с очень содержательным текстом, ну, конечно, я был очень рад, и, собственно говоря, нам оставалось только адаптировать его к журнальному формату. Мы сохраняем память тех, чей подвиг как будто бы был менее заметен. Это не летчики, не моряки, не танкисты, но при этом именно без них, без бойцов оленеводов севера, победы в Заполярье могло бы и не быть.